В рамках подготовки к летнему курортному сезону в столичной администрации укомплектован штат по контролю за работой по благоустройству и уборке города. К летнему сезону будут приведены в порядок скверы города и зоны отдыха. Из столичного бюджета уже выделены средства на капитальные ямочные ремонтные работы городских дорог, которые уже давно пришли в негодность. Как отметил заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча, ведется работа по восстановлению дорожного полотна по улице Ардзенба. Проблема освещения улиц, ремонт канализации и налаживание бесперебойного водоснабжения – это те вопросы, которые предстоит решить до начала курортного сезона. Уже установлено около 120 новых евроконтейнеров для мусора. Представители столичной администрации отметили, что капитального ремонта требует система водоснабжения. Разработан план по усилению и исполнению всех поставленных задач. Все работы должны быть выполнены до конца мая текущего года. По исполнению распоряжения главы администрации о подготовке к курортному сезону, уборке города и приведению его в порядок, все службы коммунального хозяйства, естественно, усилили свою работу. Зеленым хозяйству поручено, и они проводят работы по срезанию сухих веток, формовочной обрезки олеандров, других кустарников по центральным улицам города. Также во всех парках, скверах эти работы будут проводиться. В данное время проводятся по центральной нашей набережной. Спецавтохозяйством усилена работа по очистке территорий пляжных зон, прибрежных территорий от мусора. Проводятся работы по капитальной очистке и окраске центрального нашего фонтана. Затем к концу месяца будет, после проведения очистки и окраски, будут проведены работы по посадке цветов вокруг фонтана и прилегающей к нему территории. Проводятся работы по замене поломанных за зимнее время лавочек, урн на новые. И дорожным службам также дано в указание, они проводят работы по ямочному ремонту, текущему ремонту дорог и очистке ливнестоков для того, чтобы во время дождей, курортный сезон, было меньше подтопления дорог, и людям было комфортно и хорошо передвигаться по городу. Не менее сложные задачи стоят и перед администрацией Гагрского района. Водоснабжение и канализация города Гагра находятся в плачевном состоянии. Глава района подчеркнул, что круглосуточное обеспечение водой всего города – одна из важных задач, которые необходимо решить в этом году. Ремонт системы водоснабжения курорта заложен в инвестпрограмму. В течение 2017 года вопрос с водоснабжением планируется решить. В Гагрском районе также существуют серьезные проблемы с канализацией. Как отметил Заурб Гамба, в Гагре много мини-гостиниц, которые вообще не подключены к общей системе канализации. И, следовательно, все нечистоты уходят прямо в реки и море. За 2 года число гостиниц частных, я имею в виду, гостиниц, домов, гостевых домов, микрогостиниц добавилось около 40 в городе Гагра. Значит, емкость сразу же, где было 112 тысяч, уже приходит где-то до 160 тысяч койко-мест. Это огромное количество. И мы в прошлом году еле-еле справлялись с тем потоком, который был. В этом году, с учетом того, что у нас водоснабжение тоже ведется полностью реконструкция по инвестиционной программе, где-то к маю мы должны завершить, я думаю, будет улучшение. Намного в этой сфере. Вот. Но самая главная еще сфера, которую мы не должны упустить, это сервис. К чему мы не совсем готовы. У нас мало специалистов. У нас есть техникум Кехир по имени. Там мы хотим создать, наверное, одну специализацию не хватающих нам специалистов по курортной сфере. На заседании Общественной палаты страны на тему подготовки к курортному сезону 2017 года президент Абхазского союза туризма Анна Корягина отметила, что в этот летний сезон могут возникнуть проблемы с процедурой выдачи виз туристам на КПП ПСО. Проблема может возникнуть из-за небольшого количества пропускных пунктов на абхазской стороне, что в результате может привести к большим очередям. Я думаю, что возникнет в этом году очень большой вопрос по поводу визового режима въезда в Абхазию. То есть казбинки для визового, безвизового режима. То есть есть люди, которые без визы въезжают, которые визы у нас
на входе в Абхазию всего лишь 2 кабинки. Ну, насколько я сейчас видела, может быть, я что-то путаю. Но у нас очень мало пропускных пунктов. То есть у нас пропускного пункта всего лишь 2 сейчас открыто. Я не знаю, сколько там будет еще. Мы говорим о проблемах на территории России, что вот у нас открывается там еще 20 кабинок на въезде, что у нас там упрощается какой-то там въезд и все остальное. Давайте подумаем и посмотрим на абхазскую сторону, на нашу сторону. Как мы выпускаем туристов и как мы их впускать сейчас будем. И где мы будем оформлять все эти визы и как мы их будем оформлять. А проблемы возникнут, вот увидите, как только начнется большой поток. В прошлом году этого не было. У нас было так, что визы мы получали здесь, в Сухом нужно было ехать, мы делали запрос в туристические организации, мы занимались этим как туристические организации. Когда мы видели, что у нас едут туристы из-за границы, которым необходима виза, мы старались упростить и помочь им. Сейчас это все делается на границе непосредственно, якобы это упростили, облегчили, но я просто предупреждаю и хочу о том, что проблемы возникнут. Хотя нас уверяют, что проблем не будет, но надо этого ждать. Готовиться к тому, чтобы это все упростить. Подводя итоги встречи, заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахбе заверил, что страна будет готова к новому туристическому сезону. Сезон, если мы поработаем, если правильно отнесемся, если наши граждане, то у нас будет. У нас сегодня более 245 объектов размещения коллективных. Это от 50 койко-мест и выше. Коечный фонд наш, по нашим мониторингам, не превышает 22 тысяч койко-мест. Будем называть гостевым домом, будем называть пансионатом, разницы нету. У нас пребывание среднего одного человека это 10-8 дней. То есть за один период это 22 человека. Дальше, если брать частный сектор, от реки Псоу до Чамчир, если будем брать, порядка 45 тысяч койко-мест. К нам хочет приехать туроператор Туя с коммерческим предложением, загружать наши отели, развивать нашу инфраструктуру. Туроператор тоже международного уровня, Российская Федерация. Ряд актуальных вопросов, связанных с курортным сезоном, а именно работа ГАИ и МЧС, отношение к гостям, контроль за качеством и ценами продуктов питания, механизмы пересечения госграницы, транспортное обслуживание, состояние мест досуга и многое другое обсудили в ходе заседания. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.